Доброе утро! На календаре сегодня 11 мая. Это первый рабочий день после длинных майских выходных. И наш первый эфир сегодня начнем мы. Степан Федоренко и Полина Долинская. Да, у кого-то выходные закончились, а у кого-то они даже не начинались, если честно. Кто-то и не понял, да, что это были выходные. За окном уже настоящая весна. И сегодня мы, кстати, узнаем, как же все-таки держать свое настроение в тонусе и быть бодрыми в эти весенние дни. Также еще узнаем, как со вкусом организовать гендерную вечеринку. Да, мы расскажем историю удивительных, необычных вещей, узнаем очередной факт из новейшей истории нашей республики. Сотрудники Национальной библиотеки дадут рекомендации, что интересно прочитать. Ну и, конечно же, нас ждут интересные гости, самые последние актуальные новости. Напомню сразу наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления для своих близких, родных, поздравления с прекрасными весенними днями. Рассказывайте, как проходили ваши выходные. Да, также напоминаем страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших передач. Ну, а начнем мы традиционно с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах было зафиксировано 1,5 градусов тепла. В заречной группе похолодает сегодня в Амге. Здесь столбик термометра покажет минус 2 градуса. Ну а теплее всего будет для жителей Итыкюля. Сегодня здесь плюс 8. В южных районах в Алдане плюс 3, в Нерюнгри минус 1, в Вилюйской группе Улусов тепло, плюс 1 градус, в Нижнеленских минус 5, в западных минус 1, плюс 6. В Колымо-Индигирской группе Улусов в Чукурдахе все еще уверенный минус 10 градусов. И теплее всего в Уснере. В Янских морозно от 7 до 11 градусов ниже 0. На северо-западе от 5 до 11 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день преимущественно без осадков. Ветер северный подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла. Уже не просто настоящая весна, уже летняя весна пришла. Совсем скоро уже начнется лето. Летнее лето уже начнется. Эксперт назвал страшную ошибку людей, попавших в больницу. В студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Чего нельзя делать, когда попадаешь в больницу? Врач предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность. Если тяжело больной, пожилой больной или онкологически больной слег, он уже не встанет. Эксперт подчеркнул, что крайне важно даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, выполнять хотя бы упражнения в кровати. Ну а теперь к главным событиям. При выявлении неоднократных нарушений в Якутии будут закрывать заведения. Такое поручение в ходе заседания дал глава региона Айсан Николаев. В свою очередь, замруководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова отметила, что заболеваемость растет, несмотря на принятые меры. Рост идет во всех возрастных группах. Наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослых, работающих людей. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками. Айсан Николаев поручил усилить работу с административной комиссией Якутска по проведению совместных рейдов в местах общественного питания и развлекательных заведений. Школьники 6 районов Якутии перейдут на дистанционное обучение. Это коснется тех территорий, где наблюдается неблагополучная эпидобстановка. В связи с ростом выявленных случаев ковида приказ и рекомендательное письмо направлены в адрес глав городского округа город Якутск, а также Амгинского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Татинского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов. На территории этих муниципальных образований с сегодняшнего дня, 11 мая, и до конца учебного года образовательный процесс будет проходить дистанционно. В других районах соответствующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.
Также с сегодняшнего дня, 11 мая, на дистанционное обучение перейдут студенты Арктического государственного агротехнологического университета. Это коснется всех курсов, кроме выпускников. Студентам, которые переходят на удаленку, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции на дому. Также невакцинированным студентам не рекомендуются поездки между муниципальными образованиями. Выехавшие в районы на майские праздники должны оставаться на местах. Они также переходят на дистанционное обучение. Сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды в лесах Якутска. Всего за майские выходные проинструктировано более 400 жителей города. В ведомстве напомнили, что в местах массового отдыха разрешено находиться в любое время. Однако разводить костры нельзя. На территориях имеются специальные места для жарки шашлыков на углях. Использовать дрова запрещено. Отдыхающие должны предусмотреть небольшой противопожарный ров вокруг мангала и иметь под рукой воду для тушения. Напомним, что провести выходные на свежем воздухе и пожарить шашлыки на территории столицы можно лишь в 4 разрешенных местах. Микрорайон Кангаласы за причалом Покровского гуля Гориколена. Покровский тракт 25 километров возле села Табага. Левый берег озера Синьгайс. Намский тракт 22 километр. Левая сторона дороги Якутск-Намск. Покровский тракт 20 километр. Правая сторона дороги город Якутск-Покровск. В Якутске состоялся пресс-показ документального анимационного фильма реконструкции «Дети войны». Его создателем на якутском языке стала творческая группа студии «Дети солнца». Сюжет основывается на воспоминаниях детей войны Татинского района, о прожитых ими событиях. В прошлом году проект стал победителем фонда президентских грантов. С сентября творческая студия начала работу над фильмом. Так его создатели с помощью художественных рисунков и анимаций хотели рассказать историю якутского тыла, какой она была в 1000 километрах от фронта. Дальше, после пресс-показа, мы хотим закончить работу полностью над фильмом и потом уже приступить к показам. Показам премьера еще намечается, но дату премьеры пока еще неизвестна. Но 22 июня мы договорились с музеем «Моя история», что будет там показ, и в кинотеатрах, наверное, по возможности тоже. На этом пока все. До встречи в эфире. Василий, спасибо. Вот я, если честно, впервые узнал, где можно в окрестностях Якутска жарить шашлыки. У себя на даче. Да, это я так обычно так и делаю. На этой неделе вместо обычной зарядки и гимнастики, которую мы делаем, мы предлагаем вам освоить именно дыхательные упражнения. Это будет очень полезно для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, а также болели пневмонией. Ну и для других, я думаю, это тоже будет очень полезный навык. Поэтому смотрим нашу утреннюю зарядку. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох.
Поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. В Якутии стартовал конкурс заявок на получение грантов главы. Администратором конкурса является Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив. На что стоит обратить внимание при подаче заявления и заявки на грант, какие проекты особо важны для реализации на территории Якутии и какие проекты уже были реализованы. Об этом и многом другом мы сегодня побеседуем с координатором Единого ресурсного центра поддержки и развития гражданских инициатив Надеждой Наговицыной. Надежда Моисеевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, вы являетесь администратором конкурса уже 2-й год. Скажите, какие изменения в этом году? Есть ли какие-то изменения? Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированной коммерческой организации, да, действительно является администратором конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Являемся администратором уже 2-й год. Да, действительно, в этом году внесены изменения. Прежде всего, минимизированы барьеры доступа к участию в конкурсе. В этом году заявители, участники некоммерческой организации могут прикрепить к заявке только устав. Помимо этого, есть и формы подтверждения о том, что они действительно подают эту заявку. В случае, если заявка подается от другого лица, то должна быть доверенность. И все. Кроме того, добавлены новые направления конкурса при поддержке софинансирования фонда президентских грантов. И, кроме того, у нас в этом году участвуют еще территориальные общественные самоуправления. То есть есть вот такие вот небольшие нововведения. Как будет проходить сам конкурс в этом году? Конкурс, как и в том году, он будет проходить на сайте гранта главы Республики Саха-Якутия. Это платформа OneClick Якутия. Там есть отдельная страница Grants Якутия Клик, куда электронно могут заявители, не отходя от своего рабочего места, от муниципалитета, могут подавать свои заявки. Вот этот дистанционный электронный формат, как-то помогает ли он увеличению количества участников? Конечно, потому что сейчас в непростых условиях, эпидемиологических условиях, действительно нашим некоммерческим организациям это очень здорово, и это было в прошлом году, и действительно обеспечивает доступ к участию в конкурсе, когда уже находясь у себя дома, имея доступ к интернету, они могут электронно подавать свои заявки. А какие чаще всего именно заявки от граждан, от некоммерческих организаций поступают? Ну, прежде всего, конкурс проходит по 25 основным направлениям конкурса, и здесь никакой приоритет не отдается никакому направлению. Здесь отдается именно качественным проектам, которые соответствуют прежде всего требованиям конкурса, а во-вторых, те, которые действительно наиболее качественно показали экспертам, что это действительно проблема существует, и именно этот социальный проект может помочь решению этой проблемы. А в каких направлениях больше заявок приходит? Ну, прежде всего, это, конечно, сфера образования, патриотического воспитания, охраны здоровья граждан, то есть основные направления деятельности. На что нужно обратить внимание при подаче заявки? При подаче заявки, прежде всего, конечно, нужно обратить внимание, насколько все грамотно подана заявка. Прежде всего, все ли страницы устава прикреплены, отсутствует ли задолженность по налогам, да, и сборам у заявителя некоммерческой организации. То есть к нему нужно подходить грамотно и, прежде всего, подать заявку, конечно, заранее, потому что те, кто подали заранее за 10, 7, 5 дней, у них есть возможность исправить ошибку, то есть заявки будут отправлены повторно заявителям на доработку, поэтому, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Самое главное правило.
А возрастная категория участников, она какова? У нас конкурс гранта главы Республики Саха-Якутия отличается тем, что она предоставляется и стартаперам, то есть тем, которые только зарегистрированы, то есть нет ограничения по срокам реализации деятельности. Единственное, что организации должны быть зарегистрированы на территории Республики Саха-Якутия и должны осуществлять свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия, то есть зарегистрированы в нашем управлении Министерства юстиции Российской Федерации по республике. А вот эти молодые предприниматели как-то, так как они принимают участие в первый раз, для них проходят какие-то, есть возможность проконсультироваться, чтобы все сделать правильно? У нас не участвуют предприниматели, у нас участвуют социально ориентированные некоммерческие организации, но мы существуем единый ресурсный центр, и помимо нас еще есть несколько ресурсных центров. Мы все осуществляем свою деятельность именно в поддержку некоммерческих организаций. К нам могут обратиться в любое время, в рабочее время могут обратиться все некоммерческие организации за консультацией, за экспертизой проекта, за информационной поддержкой, поэтому мы абсолютно готовы и открыты. Вот как раз-таки сообщите телефоны, адреса, куда обращаться. Может быть, сайт у вас? Да, наш телефон администратора 701-082, по которому можно позвонить и получить консультацию, либо уже записаться на консультацию. Кроме того, у нас есть сайт Единого ресурсного центра erc-portal.ru, куда можно абсолютно и получить необходимую информацию. И, кроме того, сегодня у нас на платформе Zoom состоится первый вебинар о правилах приема заявок на конкурс грантов главы республики. Если вспомнить прошлый год, на сегодняшний день какие уже проекты были реализованы? Проекты разные по добровольчеству, по патриотическому воспитанию, по охране здоровья граждан. То есть очень интересные проекты, они реализуются, и мы надеемся, что они достигнут те количественные и качественные показатели, которые были указаны в заявке, да? Потому что именно достигая те количественные и качественные результаты, мы как раз-таки решаем социальную проблему. Прежде всего, социальный проект направлен на решение социальной проблемы. Ну и сумму грантов озвучьте, пожалуйста. При поддержке, в этом году Фонд президентских грантов софинансировал региональные конкурсы, и Якутия попала в топ-10 регионов, которые получили максимальную поддержку. И в этом году при поддержке Фонда президентских грантов в региональном бюджете мы имеем 103 миллиона 359 тысяч, более 103 миллиона рублей на поддержку наших некоммерческих организаций. Солидно. Я думаю, для развития нашей республики, то есть это очень хорошая сумма. Да, это очень хорошая мера поддержки, тем более в непростых условиях, для того, чтобы действительно сохранить устойчивость некоммерческих организаций. И до сроки, сроки, до какого числа можно подать заявку на участие? Старт приема заявок объявлен 9 мая, и он завершится 7 июня, поэтому есть время, почти месяц, на который нужно плодотворно действительно поработать и отправить заявку на конкурс. Большое вам спасибо, Надежда Моисеевна, за такую интересную беседу. Я думаю, многие сейчас загорелись желанием именно как-то проявить себя в плане того, чтобы на благо нашей республики. Так что, друзья, вы не теряйтесь. С 9 мая по 7 июня вы можете подать заявку на грант главы. Ну что ж, а мы движемся далее, и сейчас мы узнаем, какие интересные события произошли в сегодняшний день в истории. Смотрим. Сегодня, 11 мая, Радоница – православный праздник, который отмечают во вторник второй недели после Пасхи. Это день поминовения усопших. В США сегодня национальный день, когда можно есть то, что хочется. По народному календарю ясный восход солнца к ясному лету. Если ночь будет теплой и звездной, ожидается хороший урожай. 11 мая 330 года состоялась торжественная церемония освящения Константинополя, столицы Римской империи. В этот день, в 868 году, в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. 11 мая 1881 года опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти.
11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». В 1939 году в этот день между СССР и Японией начался вооруженный конфликт на реке Халкингол на территории Монголии. Соглашение о прекращении военных действий подписали 15 сентября того же года по просьбе Японии. 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». 11 мая 1720 года родился Иероним Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик. В 1864 году в этот день родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа «Овод». 11 мая 1904 года на свет появился Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист и писатель. В Якутии сегодня празднуют 70 лет со дня рождения Владимира Данилова, доктора юридических наук, заслуженного работника Народного хозяйства республики, отличника МВД СССР, государственного и политического деятеля. Именины в этот день празднуют Анна, Виталий, Кирилл и Максим. Нашу передачу «Утро Якутии» продолжает наша уже традиционная рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла наша республика за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время и какой была жизнь людей, и какая она стала. И каждый день мы делимся с вами одним интересным фактом о нашей Якутии 21 века. После праздничной недели предлагаем обсудить тему сельского хозяйства. И сегодня речь пойдет о программе поддержки начинающих фермеров. Помощь начинающим. За 2 года 75 якутских фермеров получили гранты по программе «Агростартап». Максимальный размер помощи – 6 миллионов рублей. Деньги можно потратить на новую технику и оборудование, купить землю или животных. Самые популярные направления у получателей гранта – растениеводство, животноводство и коневодство. Участники программы обязуются заниматься сельхозбизнесом не менее 5 лет и создать рабочие места, 1 или 2, в зависимости от суммы гранта. В этом году из бюджета Якутии на поддержку начинающих фермеров направят 103 миллиона рублей. Гранты получат не менее 20 фермерских хозяйств. Если вы мечтали в этом году открыть свое дело и работать на земле, советуем вам подать заявку на участие в программе «Агростартап». Ну а сейчас мы немного прервемся и дальше продолжим наш эфир. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с телеканалом «Якутия-24» и НВК «Саха» и программой «Утро Якутии». На календаре у нас 11 мая, первый рабочий день после длинных майских выходных. И мы встречаем его с вами вместе. Да, и поздравляем вас с отличным днем, с отличной погодой. По крайней мере, в городе Якутске сегодня ожидается отличная погода. Напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него какие-то приветы, поздравления, может быть, какие-то интересные, позитивные новости, которые у вас произошли. За эти выходные. Да. А также просто рассказывайте, как вы эти дни провели. А также поздравляйте своих родных и близких с днем рождения. Мы обязательно прочитаем это в прямом эфире нашей программы. Также напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а нашу программу продолжит выпуск новостей с Василием Радченко. Владимир Путин призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования на коронавирус. Глава государства подчеркнул, что это является 2 очень важными составляющими для того, чтобы преодолеть пандемию и ее последствия в будущем. Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов. Также президент привел оценку специалистов, согласно которой ситуация в стране является стабильной. Выявляется около 8 тысяч заболевших, поправляется больше. Путин призвал к продолжению активной вакцинации и тестированию населения на коронавирус.
Грузоподъемность снизили на участке автодороги Кабяй в Якутии. По информации Управления автодорог региона, ограничение касается участка Асыма, Бяскёль, Кабяй, Сангар с подъездом к аэропорту в Кабяйском районе. Решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с частичными разрушениями дорожного полотна и конуса правой стороны деревянного моста через реку Хатынь-Юрях, говорится в сообщении. Здание конно-спортивного комплекса признано аварийным и требует ремонта. В связи с этим арендаторам направили уведомление об освобождении площадей до 15 мая. На сегодняшний день на базе якутского ипподрома содержатся и проходят подготовку к скачкам более 50 лошадей от 20 хозяйств. По словам участников и представителей предприятий, закрытие комплекса повлечет за собой кризис конного спорта в Якутии. Сначала мы провели по моему заданию внутреннюю экспертизу. Комиссия из сотрудников АГАТУ провели экспертизу и пришли к такому мнению, что действительно это аварийное здание и подлежит сносу. Да? Ну а потом мы пригласили лицензированную специальную организацию «Профит Плюс», которые занимаются такой экспертизой и аудитом, которые осмотрели и пришли к такому мнению, что здание ветхое, аварийное и подлежит сносу. Не восстановлению, ремонту, а сносу. Второй легкоатлетический забег вокруг озера Ильмень состоялся в Новгородской области. Он был посвящен 76-летию Великой Победы и памяти якутских солдат, сражавшихся на новгородской земле. За 4 дня спортсменам удалось пробежать 264 километра. Инициатором выступил заслуженный работник физической культуры и спорта Якутии Дмитрий Горохов. Среди участников потомки победителей, как якутяне, так и новгородцы. Вокруг Ильменя спортсмены пронесли факел, зажженный от вечного огня Якутска. Финишировали участники у гранитного обелиска в виде якутской урасы. Мы приехали сюда, на новгородскую землю, чтобы почтить память Дениса Хрисанфовича Скрябина. Этот человек являлся первым директором нашей же тайской школы. И в годы Великой Отечественной войны, несмотря на свой бронь, ушел воевать на фронт. В этом году принимали участие не только якутяне, но и старорусские и новгородские спортсмены и наши ребятишки. Кто, как не вы, показываете пример всем, что у нас не только память, но и спорт во главе. Хочется сказать слова благодарности за все то, что для нас сделали наши деды, наши прадеды. И на этом пока все. Хорошего вам дня. Есть такое замечательное выражение, и звучит оно «век живи, век учись». И несмотря на то, что мы представители русскоязычного населения, мы до сих пор некоторые слова говорим, но даже не задумываемся о том, что мы делаем это неправильно. Да, и исправить это поможет наша постоянная рубрика «Говорим правильно». Доброе утро. Следует всегда говорить «квартал». Хотя в большом толковом словаре русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова допускается ударение на первом слоге, но только в том случае, если речь идет о профессиональной лексике бухгалтеров. Кроме того, ударение в этом слове не зависит от значения. Следует всегда говорить «квартал» и когда говорим мы о времени, и когда говорим о месте. Как же запомнить правильное ударение? Вопрос, где поставить правильное ударение в слове «квартал», никогда не возникнет, если запомнить стишок-запоминалку. Давайте учить. Итак, первый стишок. Мы прошли немало, целых 2 квартала. Или другой вариант. В бухгалтерии аврал, закрывается квартал. Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Полина, а тут вот дальше написано «гендерная вечеринка». Что это такое? Можешь мне рассказать? Конечно, я тебе об этом расскажу. Гендерная вечеринка – это сравнительно недавно у нас появилась не только в России, но и вот в Якутске. Это вечеринка, где самое главное, то есть как бы причина празднования – это рассекречивание пола ребенка. Я недавно встретилась с организаторами этих вечеринок и могу предложить вам узнать, как же эти вечеринки проводят. Для молодых родителей узнать пол будущего ребенка – это, конечно же, всегда волнительно, и в этом есть определенная интрига. Благодаря гендерным вечеринкам можно приоткрыть завесу тайны и получить первые подарочки. Gender Reveal Party или гендерная вечеринка – новая традиция, которая набирает популярность в России. И самыми первыми способами узнать пол ребенка были торты с цветной начинкой. Для пары, которые станут родителями впервые, а также те, которые уже имеют родительский опыт, такое мероприятие – это повод собрать родственников и друзей, чтобы объявить о важном событии и грядущих переменах в жизни. Кульминацией этого мероприятия становится рассекречивание пола ребенка. Родители в 20-24 недели уже идут к УЗИсту и предупреждают УЗИста, чтобы она им не говорила пол ребенка. А после процедуры УЗИ они приходят к нам с закрытым конвертиком. В этом самом конверте и есть самая важная и таинственная деталь праздника – информация о поле будущего ребенка. Далее молодые родители выбирают способ, благодаря которому и откроется этот секрет. Вообще есть разные варианты узнать пол ребенка. Это может быть гендерная коробка. Открывают коробку, и там выходят уже шарики с полом ребенка, розовые или голубые. А можно лопнуть шар, и сыпается конфетти, перышки или мини-шарики. А можно, сейчас уже появились хлопушки, розовые или голубые. И хотя этот праздник сравнительно недавно появился в нашей стране, он уже успел стать конкурентным продуктом среди устроителей вечеринок, и каждый хочет выделяться на фоне других. Молодые родители также не отстают и выбирают все более и более необычные способы празднования. Так, одна пара решила задействовать для этих целей одно из самых высоких зданий в мире – 163-этажное здание Бурдж-Халиф в Арабских Эмиратах. Эта идея нашла отклик у родителей из Якутска, и, последовав их примеру, в честь своего первенства для пары была включена подсветка на теле башни столицы. Другая же пара задействовала огромный экран в центре города. При таком многообразии вариантов празднования каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ. Приметы наших бабушек и дедушек о том, что лучше сохранять пол ребенка в тайне до момента родов, уже давно канули в лету, потому что для пары, которые вот-вот станут родителями, волнителен каждый день в их новом статусе. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Слушай, ну все, я немножко современней стал, я понял, что это. Я знала про это. Ты про это знал. А я тебе скажу, что, между прочим, та самая пара, и это очень популярный ютубер, которые решили все-таки задействовать самое высокое здание в мире, между прочим, на минуточку не пожалели денег на эту самую вечеринку и заплатили аж $9500 за данное представление, для того, чтобы весь Дубай узнал о том, что у них будет мальчик. Ну, чтобы подсветить нашу телевышку, я думаю, дешевле. 5500. Я узнавала. Слушай, а как вот раньше определяли по питанию женщины, я знаю, там женщина ест что-то мясное. Значит, будет пол, мальчик. да. Если она ест сладкое, значит, будет девочка. А еще были такие приметы, как именно по фигуре дамы. То есть говорят, что мальчики, они как-то дают матери красоту, а девочки, наоборот, забирают все себе. Да. Интересно посмотреть на женщин, которые ожидают двойню, причем разнополую. Вот, кстати, это про меня же, да? Ну, в смысле, про тебя? Про мою жену. Расскажи, поделись. Да, у меня просто мальчик и девочка, двойня. Тогда еще не было модно, гендерные вечеринки не были модны, поэтому мы как-то узнали просто по УЗИ, нам сказал УЗИст, мы были счастливы.
Не только гендерные вечеринки. Обычно до вечеринки гендерной у нас проходит самый важный процесс для молодоженов. Это бракосочетание. Управление ЗАГСа Москвы и столичная канатная дорога предоставили уникальную возможность для женихов и невест, желающих сказать «да» своим спутникам прямо в небе. Заключить брак в кабинках фуникулера в субботу смогли 30 пар молодоженов. Женихи и невесты прошли на канатную дорогу под традиционный марш Мендельсона, после чего поставили подписи, обменялись кольцами в торжественной обстановке прямо над Москвой-рекой. Чтобы пожениться в кабинке фуникулера, пары должны были подать заявление в любой отдел ЗАГС до 7 апреля, оповестив сотрудника о желании заключить брак на канатной дороге. Кроме того, женихам и невестам также было необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Этот день стал особенным еще по одной причине. В этот же день управление столичного ЗАГСа решило установить мировой рекорд Гиннесса для наибольшего числа пар по одновременной регистрации брака в транспорте. Чтобы церемония прошла со всеми соответствующими правилами, на мероприятии присутствовали 32 независимых эксперта. Сотрудники канатной дороги также организовали прямой телемост с судьями книги рекордов Гиннесса из Лондона. Я думаю, для того, чтобы соглашаться на такую свадьбу, нужно несколько раз подумать. А то мало ли эмоций, вдруг скажешь нет, а ты над землей. И фуникулер так и застрянет прямо там, мне кажется. Хорошо, если застрянет. Главное, чтобы тебя с него не скинули. Но это больше, наверное, у нас из рубрики фантастики. А сегодня в рубрике «Книжная полка» мы знакомимся с произведениями известного российского писателя, автора «Тотального диктанта» 2020 года, лауреата многих престижных литературных премий нашего земляка Андрея Геласимова. Мы напоминаем, что по итогам 4 выпусков рубрики «Книжная полка» Национальная библиотека проводит викторину на самого внимательного зрителя. Так что будьте внимательны, вопросы будут через неделю в следующий вторник. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» я расскажу вам о романе Геласимова «Холод», который вышел в свет в 2015 году и стал ярким и громким событием года. Роман можно отнести к категории психологических, где основной тематикой является осознание себя как личности в условиях катастрофы. В основу сюжета легли реальные события чрезвычайного происшествия одного из городов крайнего севера нашей страны. Со слов автора, это наш с вами город, город Якутск, где на несколько часов было отключено электричество и теплоснабжение. Основная идея романа заключается в том, что холод здесь раскрывается не как физическая величина, связанная с резким снижением потепления, не как глобальная катастрофа, а как эмоциональная холодность в людях, как холодность человеческих чувств и отношений. Всемирно известный и скандальный режиссер по фамилии Филиппов решает вернуться из Европы на свою родину, в маленький северный город. Ему 42 года, он алкоголик, антисоциальный тип, несимпатичен и лысоват. Боинг с режиссером приземляется в северном городе, где он родился и вырос. За окном октябрь, минус 40. Постепенно из строя выходит ТЭЦ, отключается электричество. В этой сюрреалистической картине замерзающего города движутся 3 силы. Беспорядок и мародерство, бессилие властей и, наконец, сам Филиппов, одетый по последней моде в пальто и кеды. Безусловно, эту книгу рекомендую к прочтению всем жителям города и республики. И напомню, действие происходит в нашем с вами городе. Оттого эта книга еще интереснее. Приятного чтения! Да. Слушай, очень интересно будет прочитать, кроме того, что автор наш земляк, так еще и рассказывает события, про город, происходят. в котором мы живем. Прям здесь, может быть, узнать даже свою улицу получится. Вот эти. Конечно, вдруг там происходили какие-то события, а вот ты в это время чаек попивал, дома сидел и не в курсе был. Андрей Геласимов все это зафиксировал. Немецкий прививочный турист Стивен Эшнер отметил получение второго компонента вакцины «Спутник Ви» особой татуировкой. Эшнер и его отец решили сделать прививку в России из-за медленного начала вакцинации в Германии.
А в память об этом путешествии Стивен сделал татуировку над предплечьем с названием вакцины и города, где сделал прививку. Несмотря на то, что границы России в основном закрыты для иностранцев, граждане ряда зарубежных государств могут приехать в страну для вакцинации. Российская вакцина ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам для использования в Евросоюзе. В апреле премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявил о предварительном соглашении между федеральной землей и заводом, расположенным в Иллертиссене, о производстве 2,5 миллионов доз вакцины «Спутник Ви», когда он получит одобрение Европейского агентства по лекарствам. Согласно пятничным данным Министерства здравоохранения Германии, 9% граждан полностью вакцинированы, а более 32% пока получили только первую дозу вакцины. Полин, ты у нас спец по татуировкам. Как тебе? Как мне эскиз или как мне идея? Как тебе идея? Ну, идея на самом деле так себе, потому что если бы я после каждого получения манту делала себе татуировку, на мне бы, наверное, уже не осталось бы, наверное, живого места. Но, друзья, мы напоминаем о том, что на сегодняшний день эпидобстановка в нашей республике, да вообще в стране и в мире, она все еще остается напряженным, так что берегите свое здоровье. Если у вас все ваши показатели именно способствуют тому, чтобы получить ту самую вакцину, то, друзья, конечно же, не бойтесь, идите вакцинируйтесь, обезопасьте себя, своих близких, своих родственников, особенно старшее поколение, которое у нас как раз-таки находится в группе риска. А ты знаешь, я вот сейчас вспомнил про татуировки, еще немножко отдыхали в Египте, познакомились там с парнем из Ирландии. И у него была маленькая татуировочка русскими буквами кириллицей написано «Егор». Егор. Хотя парень из Ирландии. А как звали парня? Я не помню. Игорь, наверное. Замечательно. Друзья, ну, я думаю, первые татуировки мы, наверное, рисовали себе в детстве. Сначала ручкой, да, сначала это было, потом в нашем детстве дети 90-х уже могли себе все это клеить. И, да, переводки такие переводки у нас были. И, по-моему, я помню, это был самым крутым и самым модным во дворе, если у тебя была жвачка с той самой татуировкой, переводкой. А помнишь, как мы фантики копили? Да, мы ими еще обменивались, играли ими так вот. Фантики от жвачка. У нас были фантики с машинками. Это вообще было супер. У нас с девочками была гадалка. Вот какая тебе попадется, какой тебе фантик будет с машинкой. Вот такая машинка будет у тебя в будущем, когда ты вырастешь. В общем, я выросла. Я думал, девочки Love Is собирали. Любовь это и там тра-та-та-та-та-та. Такое-то, такое-то. Машинки были тоже очень красивые. Вообще в детстве у нас у многих были такие коллекции, то есть кто-то фантики собирал, кто-то марки, значки, кто-то просто что-то коллекционировал. Потом уже с популяризацией каких-то глянцевых журналов, про которых рассказывали именно про наших исполнителей, да, каких-то местных, у нас появились увлечения обклеивать свои постеры, плакаты. да, мы тоже ими все обменивались. Но не для многих вот именно такое детское увлечение, оно переросло в хобби. А есть же люди, которые серьезные коллекционеры, которые ради своего дела могут отказаться вообще от многого и тратят небывалые суммы и постоянно мониторят те самые аукционы в поисках диковинной вещицы. И вот с одним из таких людей познакомилась наша съемочная группа, и я предлагаю посмотреть наш сюжет. Доброе утро. Меня зовут Александр Саженов. Я, коллекционер-любитель, так скажем. То есть коллекционер – это очень емкое название, поэтому больше любитель. Начинал, скажем так, как и обычно, с монет, с банкнот, значков, марок. И вот как-то в последнее время я увлекся, скажем так, вещами, от которых веет историей, так скажем. И сегодня я хотел бы рассказать то, что меня заинтересовало и чем бы я хотел, может быть, спросить наших телезрителей, может, помогут советом. Получилось так, что 3 года назад я находился в Нижнеколымске. Если люди ездят в Турцию, то я использовал свой проезд в отпуск именно туда, по приглашению одного товарища, который пригласил на рыбалку и при этом заметил, что у них в Нижнеколымске моют берега, и они порой, когда вода сходит, находят интересные вещи. Но меня заинтересовало 2 вещи, которые я там нашел.
обвалившийся дом, ну, в реку. И вот в районе его крыльца, там, где обвалилось, я нашел вот две таких фигурки. То есть это, скорее всего, уточки, гуси, похоже, сделаны из кости моржа. И меня, ну, вроде как вещи с историей. Сейчас никого не удивишь изделиями из кости, которые делают наши умельцы. Но это было сделано, ну, скорее всего, допотопными какими-то средствами, то есть чисто ножом, вот, из кости моржа. Это мое предположение, хотя тоже бы хотелось узнать. И, как я предполагаю, этим уточкам около 200 лет. И сказать, что это детские игрушки, не похоже, потому что есть острые какие-то предметы, и ребенку это не подадут, наверное. Сказать, что это какое-то ритуальное, либо просто украшение, тоже трудно сказать. Вот, может быть, кто-то сталкивался с подобными вещами, потому что меня смущает, что у этих фигурок есть вот отверстия, скажем так, то есть они явно подвешивались к чему-то и куда-то. И вот для чего же они использовались? Помимо этих двух вещей, больше всего заинтересовало меня вот это. Как выяснилось потом, это печать. Я опять окунулся в историю, почитал, то есть почему могли быть такие печати, тем более, что эта печать явно не якутская, это европейская печать. Нижнеколымск был одно время центром всевозможных экспедиций, торговли. То есть там недалеко проводились ярмарки. То есть это явно получается, что либо какой-то был предприниматель, либо купец, либо путешественник. И тоже, скажем так, окунулся во всю историю, которую можно было. Но не хватило всех этих познаний, в частности, и Google даже не помог, потому что я не нашел подобного рисунка и не нашел такой аббревиатуры. Не исключено, что это было латинские буквы какие-то, ну, может, английские, что это были и заезжие, скажем так, с Америки, потому что Нижнеколымск в свое время был перепутьем торговых путей, и Америка не стыдилась в плане того, что приезжать без ведома русских, поторговать там, скажем так, за бесценок и забрать у нас пушнину. И когда у нас вообще севера стали под вопросом, достанутся ли они России, либо все-таки Америка наложит там свою руку. Поэтому вот если вы мне поможете как-то в решении этих вопросов, буду премного благодарен. Если у вас есть полезная информация, то есть для Александра Саженова, то есть для героя нашего предыдущего сюжета, то вы можете написать нам на наш номер WhatsApp. Мы обязательно ему передадим, потому что сами видите, насколько человек увлечен именно своей идеей, то есть фанат своего увлечения, своего хобби. А мы как раз напомним наш номер WhatsApp. Да, напоминаем номер 8 914 273 44 88. Кстати, пришли на него некоторые сообщения, поздравления. Доброе утро. Хочу поздравить внука Мирослава Стручкова с Алданского улуса, село Хатыстыр. С днем рождения. Ему исполнилось 8 лет. Желаем тебе, дорогое, здоровья, счастья, успехов в жизни и в учебе. Любящие тебя деда Алеша, бабушка Галя и дядя Алеша. Амгинский улус, село Покровка. Также поблагодарили за рубрику «Говорим правильно» телезрители. Кроме этой рубрики у нас есть еще одна полезная, то есть утренняя зарядка. Если вы к нам только присоединились и ту самую зарядку не успели сделать, то, друзья, предлагаю смотреть внимательно, потому что на этой неделе мы решили отойти от привычных нам комплексов гимнастических, и мы на этой неделе будем осваивать дыхательные практики. Очень полезно будет для тех, кто пережил коронавирусную инфекцию, а также переболел пневмонией, ну и для всех остальных тоже. Так что, друзья, внимательно Специально смотрим. по просьбам наших телезрителей повторяем зарядку. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох.
8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Кстати, вот я сейчас вспомнил, эти упражнения мы делали на курсе, когда учились на актерском факультете. То есть эти упражнения еще развивают ваш голос. Да, это очень полезные упражнения, потому что нам всем говорят, дышите свежим воздухом. Тем более, что погода в нашем городе на эти выходные как раз-таки позволяет нам всем выходить на прогулку. Но, к сожалению, в эти праздники Якутск стал единственным городом, где не было никаких празднований, именно салютов не было на 9 мая. Но зато они проходили в других городах. И мы бы хотели вам об этом сейчас рассказать. Многие крупные города, они салюты все-таки устроили. Один из самых ярких и запоминающихся прошел в городе-герое Ленинграде. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге. Ну а вот как выглядит тот же салют, только изнутри. Видеограф Макс Драгунов в воскресенье в Санкт-Петербурге снял с гоночного дрона изнутри праздничный салют в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оператор прикрепил к квадрокоптеру модель советского штурмовика времен Второй мировой войны Ил-2, распечатанную на 3D-принтере. Мужчина сам покрасил ее в зеленый цвет боевого самолета. На видео штурмовик залетел прямо внутрь фейерверка над Петропавловской крепостью. Автор идеи отмечает в социальных сетях, что на ее реализацию он потратил всего пару дней. Слушай, классно. А как салют не подбил дрона, интересно? Очень хорошо, что он его не подбил, потому что смотреть именно с такого ракурса – это очень интересно и, оказывается, захватывающе. Ну, друзья, погода в нашем городе нас, несомненно, радует. И сразу вспоминаются слова песни Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето обязательно придет». Друзья, если вы только к нам присоединились, если вы еще не выходили на улицу и не знаете, что же сегодня надеть, то я предлагаю вам узнать прогноз погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах зафиксировано +1, +5 градусов. В заречной группе похолодает в Амге. Здесь сегодня -2. Ну, а теплее всего в Итыкёле +8 градусов. В южном районе в Алдане +3, в Нерюнгре -1, в Вилюйской группе +1 градус тепла, в Нижнеленских -5-0, в западных -1, +6. В Колымо-Индигирской группе улусов в Чукурдахе еще уверенно держится минус. Здесь сегодня 10 градусов холода и +5 у нас в Уснере. В Янских районах морозно.
7-11 градусов ниже 0. На северо-западе 5-11 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-северо-западный дул со скоростью 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северный подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла. Ну что ж, еще раз поздравляем с таким прекрасным, замечательным первым рабочим днем в мае. 11 мая, да? А у кого-то реально сегодня первый рабочий день. Вот такой вот он май. Друзья, я думаю, мы задали вам это самое майское рабочее настроение. Ну, мы увидимся с вами завтра в программе «Утро Якутия» на телеканале НВК Саха и Якутия-24. До свидания. На этом все. Всего вам самого доброго, отличного дня, бодрого настроения. До свидания.